الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا تعذب جمعا التقى فيك ولك اللهم لا تعذب ألسنة تخبر عنك اللهم لا تعذب قلوبا تشتاق إلى لقائك اللهم لا تعذب عيونا ترجو لذة النظر إلى وجهك برحمتك يا أرحم الراحمين. Продолжаем серию уроков по книге «Масаиль ва ахкам фи шархи навакид аль-Ислам». Мы остановились на втором накиле. Говорит шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, алейхи рахматуллах. Ан-накил الثاني, второй накил. من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. Кто установил между ним и Аллахом посредников, которым он взывает и просит у них заступничества и уповает на них, то такой стал кафиром по единогласию. Говорит комментатор, первый рассматриваемый вопрос, этот накил, то есть второй накил, относительно него есть единогласие ученых. Сказал шейх аль-Ислам ибн Таймия, алейхи рахматуллах, فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران الذنوب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات فهو كافر بإجماع المسلمين. Тот, кто установил ангелов и пророков посредниками, которым он взывает и уповает на них, и просит у них, чтобы они принесли ему пользу и отвели от него вред, как, например, он просит у них прощения грехов и ведения сердец, направления сердец, и просит у них облегчения печали, и также просит у них защиты от бед, то такой является кафиром по единогласному мнению мусульман. Конец его слов. وقال رحمه الله في الإقناع. И также шейх аль-Ислам сказал, книга Аль-Икна, في أول باب حكم المرتد, в начале главы положения муртадда, أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. انتهى كلام. Или он установит между ним и Аллахом посредников, на которых он будет уповать, и будет взывать к ним и просить у них, то такой становится кафиром по единогласию. Конец его слов. Второй рассматриваемый вопрос. Этот накил является из самых распространенных во время шейха Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, алейхи рахматуллах, также во времена его внуков, правнуков, то есть во времена его потомства, до наших времен. То есть этот накил является самым распространенным. فالناظر في حال الأمة في هذا الزمان يجد الشرك قد ضرب أطنابه وعم وطم فتوجهوا في رغبهم ورهبهم لأصحاب المشاهد والأضرحة فصرفوا لهم أنواعا من العبادات من دعاء ونذر وذبح وطواف حتى أصبحت بعض أضرحتهم مثل ضريح البدوي في مصر يطوف عليه قرابة 2,000,000 مشرك ويصرفون له أنواعا من العبادات ويتوجهون له بقلب خاشع متضرع متذلل منكسر بين يدي هذا الضريح بل حتى أن الشرك قد وصل لبلاد الحرمين فالرافضة يشركون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبحماية جند الطاغوت فلعنة الله عليهم أجمعين. И тот, кто будет размышлять над сегодняшним положением уммы, он увидит, что ширк настолько распространился и воцарился, что эти мушрики направляются к этим могилам, все время направляются к этим могилам, даже будучи в благоденствии или в тяжелых временах, в тяжелое время, когда им тяжко, они направляются к этим могилам и направляют этим могилам, то есть усопшим, виды поклонения, как мольба, обет, жертвоприношение и таваф, обход. То есть этот ширк дошел до такой степени, что могила Аль-Бадави, алейхи лянатуллах, в Египте, вокруг нее совершают таваф, обход, приблизительно 2 миллиона мушрика. И они направляют этому Бадави виды поклонения и направляются к нему, то есть к его могиле, со смиренным, униженным сердцем. Направляются к нему и перед ним вот так стоят перед его могилой. Напротив, ширк дошел до земель двух святынь, то есть до земель Харамейн. И рафидиты, они совершают ширк перед могилой пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И это все под защитой войска Тагута, войска Саудии. Да проклянет Аллах их всех. И эти мушрики, которые приводят в качестве доводов, то есть аргументируются на дозволенность шафаата и дозволенность установления посредников между ними и Аллахом, они приводят настолько слабые доводы, которые являются более слабыми, чем паутинный дом. И они говорят, к
примеру, что царь из царей на этой земле, мы не просим у него, непосредственно у него мы не просим. Однако мы посылаем к нему приближенного его, чтобы он нашу нужду поднял перед ним. И таким образом они говорят, что мы не просим у Аллаха непосредственно. Напротив, они просят, то есть они сравнивают, да, такой кияс делают. Напротив, они просят валия из аулия, как они считают, для того, чтобы он поднял их нужду Аллаху, перед Аллахом. فهم بزعمهم هذا شبه الله العظيم بهذا المخلوق الناقص. И они вот этим своим утверждением и этим сравнением уподобили великого Аллаха с творением. تعالى الله عما يقوله المشركون علوا كبيرا. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. сказал شيخ محمد بن عبد الوهاب: فإن قال أنا أعتقد في أناس صالحين أنبياء وأولياء أريد منهم الشفاعة عند الله كما يشفع ذو الحاجة عند الملوك وأريد منهم القربة إلى الله فقل له هذا دين الكفار بعينه. Если кто-либо тебе скажет: я убежден относительно этих благочестивых людей, будь то пророки или аулияи, я хочу от них шафаа, заступничество перед Аллахом, как делают заступничество, как ходатайствуют те, которые нуждаются перед королями. Они отправляют кого-то, кто приближенный к королю. И затем он говорит: я тем самым хочу приблизиться к Аллаху через этих аулия. И шейх говорит: то скажи ему, если он это скажет, эта религия, она точности религия кафиров, то есть религия курейшитов до посланничества Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. Кама ахбара субханаху бикаули, как об этом рассказал Всевышний Аллах в его слове: ба'да а'узу биллахи минаш шайтанир раджим, валлазина аттахазу мин дунихи аулия ма нa'будухум илля ليقربونا إلى الله زلفا. А те, которые берут себе господами по имя Аллаха аулия, этих аулия, они говорят: мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно ближе. Также слова Всевышнего Аллаха: وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. Они поклоняются другим по имя Аллаха, которые не могут нанести вред и не могут принести пользу. И они говорят: это наши заступники перед Аллахом. Конец слов шейха, алейхи рахматуллах. وقال شيخ الإسلام عليه رحمة الله, и сказал шейх الإسلام ибн Таймия: وإن أثبتتم وسائط بين الله وبين خلقه كالحجاب الذين بين الملك ورعيته بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه فالله إنما يهدي عباده ويرزقهم بتوسطهم فالخلق يسألونهم وهم يسألون الله. كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك الحوائج للناس لقربهم منهم، والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك، أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج. И шейх говорит: если вы утвердите, если вы установите посредником между Аллахом и его творениями, как привратник, который, то есть как привратник идет к царю и к его подданным, то есть между ними вот так ходит, таким образом, что они поднимают свои нужды к Аллаху, то есть через этих творений, и они говорят, что Аллах ведет своих рабов и наделяет их ризком посредством этих, которых они установили посредниками. И они просят у этих творений, а эти творения просят у Аллаха. Как, например, посредники между царями, то есть которые идут к царям от людей и поднимают их нужды перед царями, потому что они являются приближенными к этим царям. И люди просят у них. То есть и люди просят у этих привратников, у этих посредников, которые между ними и царями, из-за адаба перед ними, то есть перед этими царями, чтобы не просить непосредственно у этих царей. Или они думают, что их просьба через этих посредников будет для них полезнее, то есть лучше, чем их просьба у этого царя непосредственно. Потому что те, через которых они просят, они приближенные к царю, чем тот, кто идет просит непосредственно у царя, вот этот народ. Да? فَمَنْ أَثْبَتَهُمْ وَسَائِلَ دَالِ الشيخ говорит: فَمَنْ أَثْبَتَهُمْ وَسَائِطَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَهُوَ كَافِرٌ مُشْرِكٌ يَجِبُ أَنْ يُسْتَتَابَ فإن تاب وإلا قتل. وهؤلاء مشبهون لله شبهوا المخلوق بالخالق وجعلوا لله أندادا. И тот, кто установит таких посредников, как мы упомянули, то такой является кафиром мушриком, и следует призвать его к покаянию, и если он не покается, то его следует убить. И эти люди, они уподобили Аллаха творению, то есть уподобили Творца творению.
и установили Аллаху равных в поклонении. Конец его слов. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. Сказал шейх Мухаммад ибн Абдул Вахаб: فأخبر تبارك وتعالى أن دعاء غير الله شرك فمن قال يا رسول الله أو يا عبد الله بن عباس أو يا عبد القادر أو يا محجوب زاعما أنه يقضي حاجته إلى الله تعالى أو أنه شفيعه عنده أو وسيلته إليه فهو الشرك الذي يهدر الدم ويبيح المال إلا أن يتوب من ذلك. И Всевышний Аллах рассказал, что взывать другому помимо Аллаха является ширком. И тот, кто скажет о посланник Аллаха или о Абдуллах ибн Аббаса или о Абдул-Кадир, то есть желая тем самым, чтобы он выполнил его нужду перед Аллахом, или чтобы он был его заступником перед ним, или посредником между ним и Всевышним Аллахом, то это является ширком, который дозволяет кровь и имущество, пока он не покается от этого. وَكَذَلِكَ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ أَوْ نَذَرَ لِغَيْرِ اللَّهِ. И также является мушриком тот, кто сделал жертвоприношение другому помимо Аллаха, или дал обет другому помимо Аллаха. أَوْ تَوَكَّلَ عَلَى غَيْرِ اللَّهِ أَوْ رَجَى غَيْرَ اللَّهِ أو التجأ إلى غير الله أو استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو أيضا شرك. Или он будет уповать на другого помимо Аллаха, или надеяться на другого помимо Аллаха, или прибегать к другому помимо Аллаха, то есть искать защиты, или просить помощи у другого помимо Аллаха в том, на что способен только Всевышний Аллах, то это также является ширком. Конец его слов. Третий рассматриваемый вопрос. Дуа, мольба другому помимо Аллаха будет большим ширком в следующих положениях. Первое – это взывать к мертвому или живому, говоря о посланник Аллаха или о Джиляни, Абдул-Кадир Джиляни, или о Валиюллах, надели меня потомством. Надели меня потомством или вылечи мою болезнь. То это является ширком, большим ширком в господстве и в божественности. И нет разницы, он направляет это дуа живому или мертвому. Второе – направлять дуа отсутствующему временем, как мертвый, или отсутствующему местом, как тот, кто находится далеко от него. Говоря о Валиюллах, сделай за меня дуа Аллаху, чтобы он наделил меня потомством или вылечил мою болезнь. Это также является большим ширком божественности, то есть поклонения. Третье – это взывать к мертвому, говоря о посланник Аллаха или о Валиюллах, будь моим заступником в судный день. Он тем самым, то есть этой просьбой, этим дуа, он хочет пользы в ахирате. Четвертый рассматриваемый вопрос. Хукму ман ятлубу миналь маййити ан яд'уа лаху мислу ан якуля я вали Аллах уд'у Аллаха ли ан юдхилани аль-джанна фахуа мушрикун ширкан акбар. Положение того, кто взывает к мертвому, просит мертвого, чтобы он сделал за него дуа, говоря о Валиюллах, то есть, к примеру, о Валиюллах, сделай за меня дуа перед Аллахом, чтобы Всевышний Аллах вел меня в рай, то такой является мушриком, который впал в большой ширк. И на это указали шейх Абдуррахман ибн Хасан и шейх Абдул-Латиф ибн Абдир-Рахман ибн Хасан и другие из имамов Неджда, рахимахумуллах. وقد غلط من نسب إلى شيخ الإسلام رحمه الله أنه يقول أن طلب الدعاء من الميت أن يدعو له ليس بالشرك. И ошибся тот, кто приписал шейху исламу ибн Таймии, алейхи рахматуллах, что он говорит, что просить у мертвого, чтобы он сделал дуа, не является ширком. حيث نقلوا عن شيخ الإسلام رحمه الله قول إن طلب الدعاء من الميت بدعة. Так как они передали от шейху ислама ибн Таймии, рахимахуллах, что он сказал, что просить дуа у мертвого является бидай. وللرد على هؤلاء نقول لهم من نقلتم عنه أنه يقول بدعة. سأنقل لكم من كلامه ما يرفع اللبس عنكم. И в опровержении этим людям мы скажем, кто вам передал эти его слова, что это является бидай. Мы вам приведем его слова, которые отведут от вас неясность относительно позиции шейха الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فقد جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية ما يدل على أنه يرى كفر من طلب الدعاء من الميت. И пришло от шейха الإسلام ибн Таймии, что указывает, что он считает куфром просить дуа у мертвого. قال شيخ الإسلام رحمه الله, сказал шейх الإسلام: الشرك بعبادة الكواكب وقع كثيرا وكذلك الشرك بالمقبورين من دعائهم والتضرع إليهم والرغبة إليهم ونحو ذلك. Ширк в поклонении звездам, он много раз происходил. И также ширк в отношении усопших, как взывать к ним и умолять их,
и стремиться к ним и так далее, устремляться к ним и так далее. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصلاة التي تتضمن الدعاء لله وحده خالصا عند القبور لئلا يفضي ذلك إلى نوع من الشرك بربهم فكيف إذا وجد ما هو عين الشرك من الرغبة إليهم سواء طلب منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات أو طلب منهم أن يطلبوا ذلك من الله. Если Пророк саллаллаху алейхи вассалям запрещал молиться, и молитва, которая несет в себе дуа только одному Аллаху, то есть искренне, да, перед могилами он запрещал даже молиться, чтобы это не привело к виду ширка в отношении Господа. Так как же, если человек будет совершать сам ширк, то есть саму суть ширка, а это устремление к ним, и нет разницы, просит он у них, чтобы они выполнили его нужды и облегчили его печали, или просит у них, чтобы они попросили у Всевышнего Аллаха. То есть просит у них, чтобы они попросили это у Всевышнего Аллаха. Вот эти последние слова указывают, что шейх аль-Ислам ибн Таймия, алейхи рахмату, он не считал это бид'ай, а считал это ширком. Конец его слов. Пятый рассматриваем вопрос. الدعاء بمعناه الخاص الذي يكون معه حب للمدعو وتعظيمه والرغبة إليه ومعه افتقار وانكسار وأنه مجيب لمن دعاه هذا لا يكون إلا لله. Дуа с его особым смыслом, с которым бывает любовь тому, кому он взывает, и возвеличивание, и устремление к нему, и нужда, то есть что он нуждается в нем, и что он отвечает на его мольбы. То есть это дуа бывает только в отношении Всевышнего Аллаха. فَمَنْ صَرَفَ هَذَا الدُّعَاءَ وَقَعَ فِي الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ. И тот, кто направит это дуа другому помимо Аллаха, то он впал в большой ширк. سواء كان فيما يقدر عليه أو فيما لا يقدر عليه. И нет разницы будет в том, на что он способен или на что он не способен. Шестой рассматриваем вопрос ат-таваккулю, упование. В языковом значении это опираться, уповать, полагаться и так далее. В шариатском значении это али-атимаду аля Аллахи фи джальби манфаатин ау даф'i мадарра. Это полагаться на Аллаха, что от Всевышнего Аллаха, то есть идет польза, то есть полагаться на Аллаха в притягивании пользы и отведении вреда. المقصود هنا في هذا الناقض هو التوكل الشركي المخرج من الملة. В этом наقиде, втором наقиде, имеется в виду таваккуль, упование языческое, которое выводит из религии. وهو أن يعتمد على المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. А это, что он полагается на творение в том, на что способен только Всевышний Аллах. مثل أن يعتمد على مخلوق في حصوله على الرزق والولد وفي نزول المطر وفي دخوله الجنة. К примеру, он полагается на творение в получении ризка, получении пропитания, и также получении потомства, и также в ниспосылании дождя, и в его вхождении в рай. فهذا كله ناقض من نواقض الإسلام. И все это является из тех действий, которые нарушают ислам и делают его недействительным. قال تعالى, сказал Всевышний Аллах, وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. И на Аллаха уповайте, если вы являетесь верующими. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.